руководство Народного собрания ведет свои переговоры с командой Шора, вернее даже самим Шором, ну, для того, чтобы получить поддержку и наверняка максимальную поддержку и финансовую для выборов в Народное собрание, тех кандидатов, которые руководитель Народного собрания предлагает. Наверняка между ними в этом вопросе есть большие разногласия, потому что идет информация, что команда Шора, в принципе, на выборы Народного собрания пойдет абсолютно другой командой. У нас закон оседлости, в принципе, еще как бы и не работает. Можно прописать 20-30 человек в Гагаузии, ну, как время показывает, хорошо профинансировать и выиграть эти выборы. Поэтому Константинов, в принципе, не имея сегодня четкую позицию, поддержку, договоренности с командой Шора, поэтому тянет время. Большинство он пока еще контролирует. Этим самым он, я скажу, шантажирует того же Шора для принятия многих вопросов. Мы видим, что происходит в Народном собрании. Но несмотря на то, что они сегодня между собой там переговариваются, есть очень много депутатов, которые, в принципе, сегодня отлично понимают ситуацию, что мы можем довести до того, что потерять даже свою автономию, потому что с каждой сессии все больше и больше мы замечаем, что вот это чемоданное настроение, то, что с центром мы прервали отношения одно, но и выстреливает сзади вопросы, даже вот последнее заседание, что проиграно довольно-таки очень, суд на 70 миллионов лей, это очень большое, что это выстрел с прошлого, как я называю, что который в дальнейшем может застопорить всю работу, значит, Гагаузии. Поэтому они время тянут.